Энвер Мусаев в газете «Мираба» выполняет одну из самых важных работ. Благодаря его верстке читатели получают качественный контент. По профессии журналист, однако в душе дизайнер, 24 года работает в этой сфере. Специалист сразу определяет, на какой полосе будет лучше читаться материал. Вы видите, как происходит процесс верстки. То есть моя задача состоит в том, что я получаю текст и получаю фотографии и должен красиво, удобно и качественно это все расставить, при этом учитывая типографические параметры. Сотрудники газеты влюблены в свою работу. К каждой теме подходят с большим энтузиазмом и ответственностью, вживаются в свой материал. Атмосфера в небольшом коллективе дружная. Эльмаз Сариева работает в газете со дня ее основания. Если ты работаешь по своей специальности, если тебе она нравится, если ты свою работу любишь. Я, например, себя не представляю в другой сфере работы. Вот мне нравится газета, именно печатные средства массовой информации. «Мираба» – билингвальная газета. Издается 6 лет и уже достаточно популярна. Выходит еженедельно 1000-ным тиражом. Сегодня четверг, а это значит, газета готовится к печати. Уже завтра читатели смогут взять в руки первый номер 2022 года. Не ежедневная газета, конечно, но темп довольно-таки бодрый. Темы, которые мы охватываем, самые-самые разные. Но в основном мы, конечно, информационно сопровождаем деятельность Государственного комитета по делам межнациональных отношений. А газета «Яна Дунья» единственная в мире выходит полностью на крымско-татарском языке. Первый ее номер вышел в 1918 году. Поистине народной она стала во время депортации. Тогда газета была единственным источником информации о соотечественниках. Вместе с народом она вернулась на родину. Новый номер выходит каждую пятницу. Тираж 1000 экземпляров. Поздравляю наших коллег с профессиональным праздником. Желаю творческих успехов, вдохновения. Наша работа ответственная. Я и сотрудники нашей газеты всегда стараемся издавать интересную и полезную газету. Объединяет эти газеты медиацентр имени Исмаила Гаспринского, который включает 13 национальных СМИ и издательский отдел. За 7 лет вышли в свет 194 книги на русском, крымско-татарском, армянском языках. Благодаря деятельности центра в Крыму и далеко за его пределами люди узнают о культурной и духовной жизни народов, живущих на полуострове. Печатное слово на родном языке помогает сохранить историческую память. Показать, что вот какое наследие имеет этот народ в Крыму, например. Да? Какие были выдающиеся личности. Иногда они противоречивые, они иногда могут не устраивать кого-то, да, их личность. Но мы должны показать, что были великие люди, которые творили здесь и науку, и образование. Ряды печатных СМИ в прошлом году пополнил новый молодежный журнал «Мы». На его страницах публикуются работы студентов крымских вузов. Несмотря на век цифровых коммуникаций, печатные издания продолжают быть актуальными. Они адаптируются к современным реалиям, осваивают интерактивные площадки, онлайн-форматы. И значит, всегда будут интересны читателям. Эльмаз Аблакимова, Алимин Мустафаева, Арсен Фукала, телеканал Миллет.